«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Бабушка. Өләсәй. Отдыхать у бабушки. Өләсәйҙә ял итеү. Отдыхать у бабушки. Өләсәйҙә ял итеү. Виновного в повреждении скульптуры пчелы-подростка пока не наказали, так как он отдыхает у бабушки. Бал ҡорто скульптураһын боҙған үҫмергә әлеге яза бирә алмайҙар, сөнки ул өләсәһендә ял итә. Виновного в повреждении скульптуры пчелы-подростка пока не наказали, так как он отдыхает у бабушки. Бал ҡорто скульптураһын боҙған үҫмергә әлеге яза бирә алмайҙар, сөнки ул өләсәһендә ял итә. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот», программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро, дорогие друзья. Уфимский разворот на «Эхо Москвы» в Уфе. Лена Черкова. Денис Ганиф, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Наконец-то наш трио снова. Пятничное трио. Слабоумие, Отвага и Полянин. И Полянин. Полянин недоволен. Не понял. Как обычно в прямом эфире мы работаем. Плюс 7927 304 10 51. Вот так вот. Ну, месяц в эфире не была, забыла. Приближающийся отпуск на вас влияет? Номер для ваших смс-сообщений, сообщений в WhatsApp и в Telegram, трансляция в Ютубе. Мы почитаем прессу, поголосуем, послушаем отрывок из вчерашней программы «Персонально ваш». Во второй части программы поговорим, во-первых, про поэзию. Да, а во-вторых, будем очень ждать ваших звонков. Поговорим про трамвайчики. Давно не разговаривали с вами, да, вот, так что будем очень рады услышать наших слушателей в эфире. Начнем? Поехали. Давай. Давай. С темы завтрака Никиты Полянина мы сейчас начнем. Только что пристал замечательный к Никитке, бутерброд с курочкой Никита у нас отведал. Все просто рассказала. Посыл новость newsbash.ru пишет нам. Это башинформовский сайт. Да. В продукции фирмы турбаслинские бройлеры обнаружили опасные бактерии. Тут, конечно, смешно на самом деле мало, но факт есть факт. В продукции турбаслинских бройлеров были обнаружены опасные бактерии. И, соответственно, из 454 килограммов замороженного куриного фарша выявили, в общем-то, всю эту историю. И сейчас какие-то наказания уже были, статьи, что штраф был 380 тысяч рублей. Ну, мы, в общем, вас не пугаем. У нас возникла параллельная версия, что это может быть и... Но там интересно, на самом деле, да, либо там не написано, либо ты просто не произносишь это. Отбор проб производился в нескольких регионах сразу, несколькими управлениями Роспотребнадзора региональными, там в Башкирии еще в ряде регионов, по заказу государственному. То есть, ну, может быть, это какие-то плановые проверки, да, производителей, но это прикольная такая история, ну, то, что вчера новость про это писали. Вот, мне кажется, важно уточнить, что это не только в Башкирии было найдено и выявлено. Да. Идем дальше. Да, башкирские чиновники изолируются перед приездом Путина. Источник. Об этом пишет портал Пруфы. По данным издания, в ближайшее время республику может посетить Владимир Путин. Об этом несколько источников Пруфов сообщают, сразу несколько. Основной целью поездки президента будет Магнитогорск, Челябинской области, но по пути он должен побывать на открытии в Абзелиловском районе Башкирии завода по производству белого цемента группы
предприятия Лассельбергер, Цемикс. Точная дата приезда неизвестна. Предварительно сообщалось, что завод в эксплуатацию должны ввести в августе, и вот возможно. Но вообще, честно говоря, я бы, конечно... Не спешила? Не спешила с такими громкими новостями, потому что когда у нас последний раз Путин приезжал? Вот я пытаюсь, не поверишь, я сижу и пытаюсь вспомнить. Это было еще при Рустеме Хамитове, это был, наверное, 17-й год, если мне память не изменяет. Нет, в 17-м. Тогда что-то тоже... Неужели 17-й? Что-то я не помню. Мне почему-то кажется, что было при Хамитове. Да. По-моему, я застала этот период. Но я, кстати, тоже могу ошибаться, потому что 100 тысяч лет назад было. Но я просто к чему говорю, обычно это типа не анонсируется сильно заранее, потому что там 3000 кордонов службы безопасности загоняется и проверяется просто до каждого миллиметра все на свете. Не знаю, насколько это информации стоит доверять, но, в общем, тем не менее... Есть вот такая новость. Смотри-ка, в 18-м году, вот последняя новость. На ОМПО он был. Я просто помню вот эти вот картинки, когда приехал Путин на ОМПО, и там стояли люди рядом с ним. ОМПО, кто-то просил обняли его. Обняться, что-то такое, да. И не там зарплату, было объятия. прикольно, потому что некоторые лица на вот фотографиях в массовке, они потом же оказывались вообще совершенно в других местах, там то на рыбацком судне, то еще где-то. То есть, чуваки из ФСО, которые там постоянно с ним, они вот там типа делают массовку. Что по этому поводу пишет про Уфу? По словам источников, всех чиновников, которые будут контактировать с президентом, отправили на изоляцию в районный санаторий, вероятно, для того, чтобы они не заразили главу государства. Прикинь, кто-нибудь заразит. Вот это будет неплохо. В смысле, нет, это будет плохо, конечно, заражать людей. Это так себе удовольствие. Но скандальчик будет знатный. Глава региона, как сообщает источник, должен изолироваться с пятницы 30 июля, в четверг, сегодня. В четверг вечером он опубликовал в своих соцсетях видео, как по телефону поздравляет олимпийскую чемпионку Аделину Загидуллину с золотой медалью. И тут очень забавно в конце приписка о том, что... Значит, руководство Лассельбергер Цемента зашло, австрийский предприниматель, австрийский бизнесмен Йозеф Лассельбергер имеет давние бизнес-интересы в Башкирии, значит, с 2009-го в Уфе работает завод, всем известный, да, Лассельбергер Керамикс, на трассе Уфа-аэропорт, который, и о том, что, значит, этот завод в регион пришел при Муртазе Рахимове, разумеется, а потом при Хамитове якобы Хамитов не хотел с ним общаться, и вообще был ужасный, вот при Хабирове вроде как снова все наши добрые, тесные, очень семейные связи с Австрией налаживаются. Блин, обожаю. Хамитова нет уже власти сколько лет, а все под это шпилечку-то в него воткнуть хочется. Вот. Давайте сразу, коль ты вспомнила про Аделину Загидуллину, поздравим нашу олимпийскую команду, Олимпийский комитет России с победой в командных соревнованиях раперисток. Наша Аделина Загидуллина, я вчера выложил видео, нашел летом на каком-то из спортивных мероприятий, она проводила разминку, и я тогда, ляпнул, говорю, вот она олимпийская чемпионка, хотя еще до Олимпиады. Смотри-ка какой. И нате вам, выньте да положите. Она, кстати, у нее ни одной публикации в Инстаграм, но она читает и отвечает, и мы вчера пообщались. Какая так очень радостно, да. Идем дальше. Поздравляем, в общем, наших олимпийцев. Идем дальше. Уфа РБК. Я обожаю такие новости. Селам Башкирии выделят премии за наибольшее число вакцинированных. Божественно, согласитесь? Класс. С 1 августа стартует проект «Здоровое село», призванный стимулировать формирование коллективного иммунитета к COVID-19. Инициатором стал Совет муниципальных образований. В общем, такое конкурсное. Кто больше уколется, тот, как говорится, больше и получит. Участвуют малые, средние, большие, крупные села региона с численностью от 200 до 3 и более тысяч человек. 24 получателя будут определены. 4 обладателям первых мест выделят по сколько, Елена? По 450 тысяч рублей. Прикольно. А что можно купить для села на 450 тысяч рублей? А вот вообще вопрос, кому? Как селу можно дать? Что это? Село же это как? Не ООО, типа? Как? Так. Какая-то субсидия, наверное. На что-то, да? Например... может, дорогу, наверное, положить. Что Никит показывает? Никитка показывает просто за кадром смешные эти пантомимы. Слушай, на какую-то технику, возможно, хватит. 450 тысяч? На что-нибудь-то, может, хватит. Я не знаю. В общем, уважаемые жители сел, давайте там... Крышу покрыть. Кому? Не знаю, там... Администрации села? В каком-то садике. 450 мало.
Ну, там маленькая крыша. Ну, я не знаю, слушай, я пытаюсь хоть что-то положительное найти. Ладно, останемся на РБК. Выручка туриндустрии в Башкирии может достигнуть 25 миллиардов рублей. Миллиардов? Миллиардов. Я знаю, что в Татарстане 11. году. Но мы перегоним. Ну да. Аж видишь, в 2 раза. За 15 лет выручка туристических компаний в республике вырастет вдвое. Об этом планируют такие, по крайней мере. Вдвое? А сейчас что, 17,5? Вот по итогам 2019 года 13,5 миллиардов рублей, а к 2023 году 25 миллиардов рублей. Вот. Почти вдвое. Тут просто слово «почти» пропустили в лиде. Короче, об этом рассказала председатель Госкомитета по туризму Эльмира Туканова. Она представляла на заседании правительства региона проект стратегии развития туризма в Башкирии. За это время, то есть за 15 лет, количество туристов, которые ежегодно посещают республику, должно вырасти минимум до 5 миллионов человек. По итогам 2020 года Башкирию посетили 7,8 миллиона человек, из которых 2020 пандемийного года, когда нельзя было никуда ездить, 7,8 миллиона. Откуда вообще? Что произошло? Из которых, 3,6 миллиона это были туристы, а 4,2 миллиона экскурсанты. Еще бы поясняли, что такое туристы и экскурсанты и в чем разница. Согласно проекту стратегии развития отрасли к 2035 году вдвое увеличится количество занятых в сфере туризма, в 4 раза вырастет экспорт туристических услуг, объем инвестиций в отрасль повысится в 2 раза, соответственно, увеличатся и налоговые отчисления. Основными направлениями развития туризма в Башкирии определены экотуризм, этнотуризм, круизный туризм. Ну, легендарные круизные лайнеры. Круизные, да, круиз по Башкортостану. По высохшей... Пообмелевший белый. Пашка в Стерлитамаке, блин. Представляешь, который можно... Плоскодонные круизные лайнеры. Ну, такие, да? С веслом. Ну, заодно и фитнес. Так, и что тут еще? Круизный туризм, развитие водной рекреации, автотуризм, медицинский, социальный и детские виды туризма. Медицинский туризм? Медицинский туризм. Это как? Ну, это будут приезжать наши божественные санатории, где ценник сейчас за неделю стоит примерно столько же, сколько в 5-звездном отеле в Турции, только в Турции там все включено и море, а тут только номер гостиничный. Такой, знаешь, как вот помнишь, о чем говорят мужчины, когда они ехали на концерт и остановились в какой-то гостинице, где холодильник на цепь закрывался на ночь, и там тараканы, вот это все. Вот примерно так это все выглядит, судя по фотографиям, не знаю. Вот, встаем с колен. Встаем. Вы молодцы. Значит, Макар Илонов нам комментирует, 450 тысяч рублей хватит на благоустройство кладбища. Это, кстати говоря, вполне себе хорошая идея. Да, в целом, вот Наталья нам пишет, 450 тысяч на дорогу, вы смеетесь, зимнюю резину на внедорожнике для руководителей. Не, а что? Это, между прочим, тоже нужно. Прекратите, Наташ, прекратите. Нет, подожди, хватит. Вот глава какого-нибудь там Ишимбайского района как должен ехать на плоскодонных? По снегу. По снегу. Так, что, есть еще 2. Вот замечательная новость, мне очень понравилась, News 102 пишет. Значит, больше 20 жителей Башкирии одновременно лишились водительских прав. Пара-пара-пам. Чего? А все просто. Их даже не останавливали, понимаешь? Просто провели проверочку и выявили, что 26 жителей в Благовещенском районе состоят на учете у врача-нарколога. Пам! Диагноз какой? Алкоголизм хронический. А у них права. Они ездят. Может, они права получили до того, как у них диагноз был? Может быть. Но это, конечно, божественно. Знаешь ли. Это замечательно. Знаешь ли ты. Ребят, не пейте за рулем ни в коем случае. Да. Да и вообще лучше не пить. Так, ну что, у нас закончилось время или есть еще прям буквально минуточку возьму. Суд взыскал с компании Clearlight Rus 19,4 миллиона рублей долга. Это тот самый Clearlight Rus, который нам за 115 миллионов рублей притащил вот эти вот прекрасные пиксельные елки, а потом оказалось, что это все было с нарушениями, и сейчас они эти 115 миллионов рублей должны вернуть. А еще и вот теперь вот столько. Подмосковная компания из Одинцова принадлежит Сергею Макееву. Вот я читаю новость с «Коммерсанта».
выплатит 19,4 миллиона рублей МБУ ремонтно-строительное управление дорожно-озеленительных работ города Стерлитамака. Такое решение вынес арбитражный суд Башкирии. Компания выступала генподрядчиком по благоустройству дворовых территорий в Стерлитамаке, я имею в виду Clearlight Rus. Наняла, на субподряд РСУ ДОР местный, обещала им одну сумму, работы были выполнены, но деньги были полностью не выплачены. В итоге 19,4 миллиона рублей долга компания теперь по суду должна вернуть. Вот на этой радостной новости мы с вами заканчиваем обзор прессы, и сейчас предлагаем послушать отрывок из вчерашней программы «Персонально ваш». В гостях был президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов. У нас в современности очень много тенденций, скажем так, по поводу политкорректности и прочего. Термин «инвалид» насколько, на ваш взгляд, уместно использовать? Или все-таки надо говорить длинные формулировки, люди с особенными потребностями и так далее? Будет правильно, если использовать термин «инвалид». Человек с инвалидностью, люди с инвалидностью. Вот эти длинные конструкции, человек с ограниченной возможностью здоровья и так далее, они ни к чему. Вообще, отношение к слову «инвалид» сформировалось многие годы тому назад, когда действительно человек с инвалидностью был на обычной жизни, получал пенсию, не участвовал во всех общественных процессах. За это время многое изменилось. Сейчас человек с инвалидностью активно живет, может реализовать себя в работе, в общественной деятельности, в экономике, в политической деятельности и так далее. Может быть, стало лучше, но ведь и проблем хватает. У нас регулярно общественность в Уфе, по крайней мере, часть общественности возмущается тем, что многие вещи лишь на бумаге присутствуют или звучат из уст чиновников в качестве деклараций. Но доступная среда остается недоступной, скажем так. По поводу трудоустройства тоже препоны кругом возникают. Вы как оцениваете нынешнюю реальность? Да, конечно, проблемы выше крыши, их нужно решать, и они решаются, увы, не так быстро. Но одно видно, поверьте мне, за 30 лет, которые я работаю, с моей деятельностью связанной со Всероссийским обществом инвалидов, многое произошло, и динамика положительная. Если вспомнить то, что было 30 лет назад и сегодня, общественное мнение изменилось. Я главное хочу подчеркнуть, что человек с инвалидностью – это не изгой, это не маргинал, а полноправный член общества, и он должен в полной мере реализовать свой человеческий потенциал. То, что первое бросается на глаза, конечно, доступность. 5 лет назад я проехался на коляске по улице Ленина. Уже хорошо, что с одной стороны был съезд на пешеходный переход, а с другой стороны не было въезда на пешеходный переход. Как будто это две разные страны, как будто два разных законодательства регулируют один и тот же район при планировании дорожных и пешеходных коммуникаций. Сегодня барьера нет. И так постепенно хотелось бы, конечно, чтобы это было с учетом всех нормативных требований, чтобы строители, проектировщики использовали ту нормативную базу, которая уже регулирует все эти процессы. Но я думаю, что вместе с обществом, вместе с журналистским сообществом, мы постепенно идем к обществу равных возможностей. Вы знаете, когда я лично наблюдаю парковку торгового центра, где все места для инвалидов заняты автомобилями даже без наклейки, хотя наклейка, наверное, тоже не всегда говорит о правде, я немножко расстраиваюсь, мягко говоря. Значит, общество не готово? Общество не готово. С учетом нашего менталитета, своя рубашка ближе к телу, мне удобнее, а все остальное трава и так далее. Разные поговорки должны у нас действовать такие, что отражается на образе нашей жизни. Конечно, это не только огорчает, но это для человека с инвалидностью, особенно зимой, когда ему нужно припарковаться максимально близко к торговому центру, к медучреждению, к какому-то социальному объекту, и он занят автомобилем, который управляется здоровым человеком, конечно, это не только обидно, но это нарушает его права. Даже увеличение штрафов, видите, не останавливают. И тут, конечно же, нужно и общественное мнение, чтобы было неприемлемо, не допускало такие случаи. Но и те органы, которые должны следить за соблюдением законодательства, в том числе и органы ГАИ, должны пресекать это на корню. Вы знаете, мы же затронули тему готовности или неготовности общества. Как вы относитесь к тенденциям так называемой инклюзивности, когда детей с инвалидностью обучают в традиционных классах и вообще смешивают потоки для того, чтобы одна категория людей привыкала к другой и относилась друг к другу толерантнее? У нас эти вещи со скрипом довольно идут. Кто-то их осуждает, кто-то приветствует. Я бы осторожно относился к этим вещам. Нельзя насильственно внедрять, и надо осторожно эти инклюзией пользоваться. Не разгружая то, что было сделано, извините, упомяну в Советском Союзе. Тогда и с занятостью неплохо решались вопросы, и с образованием для людей с инвалидностью хорошо решались вопросы. Когда, понятно, эти были закрыты, может быть, для кого-то казалось, коррекционные школы, но они давали полноценное образование. Когда в классе находится 5-10 человек, и каждому персонально уделялось внимание, это было неплохо, это было хорошо. И многие ребята с инвалидностью достигли высоких результатов. Сегодня эта инклюзия создает конфликты. Я понимаю, что здоровый ребенок должен осознавать, что рядом с ним разные
ребята растут. И с нарушением зрения, и с плохой походкой. И вообще дети как-то немножко, они, жестокие, мы сами понимаем. Ну и дети-инвалиды ведь должны ощущать себя такими же полноценными, а не второго сорта, которых отделили резервацию. Тоже в этом смысл есть. Знаете, кто-то может вообще получить рану такую, когда его будут дразнить, извините. Это да. В общем, эта инклюзия важная вещь, но к ней надо подходить очень осторожно и внимательно. Не наслаждать ее. Это была фрагмент программы «Персонально ваш». В гостях у нас был президент Российского спортивного союза инвалидов Флёр Нурлагаянов. Вы можете этот эфир посмотреть еще раз и переслушать на нашем сайте echo.mskaufa.ru и в соцсетях. А мы сейчас с вами поголосуем. Что ты делаешь? Скажи, пожалуйста. Что за внезапные... Фотосессия. Эти селфи. Отвлекаешь меня, я сбилась. Поголосуем. Вот по какому поводу? Тут у нас же предвыборная кампания вовсю уже практически началась, да, хотя вроде как официально еще особо такого чёса там прям нет, но уже некоторые начали. И вот тут на этой неделе у нас в Уфе, значит, побывали представители партии «Новые люди». Представили они проект «Город для каждого». Очень много коллег об этом написали, были интервью с Арданой Аксентьевой, которая была мэром Якутска долгое время. И, в общем-то, такие, знаешь, если честно, вот прям капитан очевидность пришел, сказал, как-то надо развивать свободную прессу, надо помогать там людям с инвалидностью, надо, значит, поддерживать молодые семьи, мам, вот это вот все, там, это не воруй, не убивай, знаешь, вот такие какие-то вещи, приехали, поговорили, все такие, господи, какие чудесные, замечательные люди. Понятно, что это предварительная, предвыборная история, да, и все ездят такие в гастроли, грубо говоря. Но от многих я слышала какие-то даже прям положительные вещи про эту партию, что, да, действительно, Авксентьева, она же такая прям образец, все очень здорово. Ну да, у нее единственный висел народ. Друзья, на вы верите в успех этого предприятия или нет? 262-82-47, да, в принципе, мне кажется, это нормальная партия. Я бы за нее даже, наверное, проголосовал. Как минимум, они там внушают доверие. 262-82-47. 262-82-48. Абсолютно я не верю. Это совершенно понятно, что спойлеры просто, хорошо составленные, как Собчак была на выборах, там тем же спойлером. Тут вот теперь Авксентьева и ее компания. Не верю и даже разговаривать про это не хочу. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. 262-72-47. В принципе, да, партия, заслуживает, наверное, доверия, потому что в целом люди там собрались такие вот с незапятнанной еще репутацией, так скажем. Может быть, что-то хорошее из этого и выйдет. Я даже, наверное, за них проголосовать готов был бы. 262-72-47, 262-72-48. Не верю. Это все абсолютно срежиссировано, спродюсировано, спойлерские вот эти все истории бессмысленно. Елена? Я, конечно, за второй вариант голосую. А вот Вера Кузнецова пишет: огласите весь список зарегистрированных кандидатов, пожалуйста. Елена сегодня чудо, как хорошо. Ой, Вер, спасибо большое. К сожалению, пока нельзя огласить весь список зарегистрированных кандидатов, потому что у нас ЦИК очень медленно работает, и, к сожалению, на сайте пока обновление, на сайте Центра избиркома пока обновление есть только по партийным спискам, но там понятно, что вся Единая Россия уже зарегистрирована. А как только это будет, мы обязательно все расскажем. Мы сейчас уходим на новости, продолжайте голосовать, после новостей вернемся, продолжим. В студии Андрей Шашков. Постояльцев 3 отелей в турецком Бодруме, в том числе около сотни россиян, эвакуировали из-за надвигающихся лесных пожаров, сообщает российское генконсульство в Анталии. Все они размещены в других отелях неподалеку. Вывозить людей пришлось по морю, так как выезды из района бедствия по суше огонь отрезал. Из-за аномально сухой жаркой погоды на южном побережье Турции выгорели дотла уже сотни гектаров леса. Огнем охвачены сразу 7 провинций. В канцелярии президента Реджепа Тайипа Эрдогана ситуацию характеризуют как национальное бедствие. Огонь тушат вертолетами,
Россия прислала на помощь туркам 3 самолета-амфибии. Более 100 тысяч москвичей приняли участие в тестовом электронном голосовании в первый из 2 дней эксперимента. Ранее руководитель штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов отмечал, что именно столько людей, как минимум, нужно набрать за оба дня, чтобы проверить работоспособность системы. На голосование выносили 2 вопроса. Первый — об обязательной вакцинации от ковида для определенных групп населения. Второй — о приоритете развития городской инфраструктуры в области транспорта. Одновременно мэрия предлагала хакерам за вознаграждение попробовать взломать систему, и если удастся это сделать, сообщить об уязвимостях. Завершится тестовое голосование сегодня в 20:00. Основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал контрпродуктивным удаление дезинформации о коронавирусе. В своем телеграм-канале Дуров пишет, что за 20 лет управления дискуссионными платформами заметил, что любое подключение модераторов с целью оцензурировать что бы то ни было, где бы то ни было в интернете, производит эффект прямо противоположный желаемому. Теории заговора от этого только крепнут. Вместо удаления лжи бороться с этой проблемой Дуров предлагает продвижением правды и отметил, что по этому поводу в Телеграме уже сотрудничают с правительствами ряда стран, в том числе России. Каждый 5-й московский ресторан разорился из-за недавних ковидных ограничений режима работы. Это данные столичного бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой. Сюда входят точки общепита, которые не закрылись, но продолжили работать уже с новыми собственниками. С 28 июня по 19 июля, напомню, обслуживать посетителей без цифровых кодов о вакцинации от ковида или недавно перенесенном заболевании столичные кафе и рестораны могли только на вынос, либо на открытых верандах. В первый день работы по новой системе часть ресторанов заявили о падении выручки на 90%. Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на студию Disney за то, что та начала показывать фильм по мотивам комиксов Marvel «Черная вдова» на своей стриминговой платформе одновременно со стартом кинотеатрального проката. Йоханссон исполнила главную роль в этом фильме, и по условиям контракта значительную часть ее гонорара составляют отчисления именно от продажи билетов в кинотеатры. Газета Wall Street Journal отмечает, что дело может стать поворотным в индустрии развлечений, если переломит ситуацию, где предпочтение отдают стриминговым платформам перед кинотеатрами в ущерб заработкам актеров. К настоящему моменту лента собрала в мировом прокате свыше $300 миллионов. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, пасмурно, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, днем до плюс 25, местами дожди. Андрей Шашков, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Если хочешь сэкономить, вот простой совет. Лови момент, иди в Фармленд. Посмотри, какая скидка и ассортимент. И приходи скорее в Фармленд. В аптеках Фармленд. Плесорг 35 грамм 333 рубля. Линекс Форте 14 капсул 555 рублей. Фармленд, что надо. Срок акции с 12 по 31 июля 2021 года. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. — 8:34 в Уфе, на Эхе новости. Главе Башкирии представили концепцию нового отеля в Уфимском аэропорту. Как заявила директор компании «Стройтех» Юлия Кулагина, 3-звездочный отель на 150 номеров планируют запустить летом 2024 года под международным брендом «Ибис». Гендиректор Уфимского аэропорта Александр Андреев поддержал концепцию, заметив, что действующая при аэровокзале гостиница морально устарела. Это здание перепрофилируют под офис аэропорта. Стоимость строительства оценивается в 917 миллионов рублей. Отель получит налоговые льготы как приоритетный инвестпроект. Ранее Ради Хабиров анонсировал объединение до 2023 года 3 терминалов аэропорта Уфы в единую архитектурную концепцию. Государство обещает выделить 284 миллиона рублей на достройку проблемного дома в Салавате. Об этом сообщает агентство Башинформ. Дом номер 20 в микрорайоне Восточный, начатый застройщиком Техстройсервис, готов на 41%. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства принял решение достроить его не позднее 2023 года. В декабре 2020 года арбитражный суд Башкирии признал застройщика банкротом. По информации Минстроя Республики, на завершение объекта федеральный фонд выделит 250 миллионов, республиканский бюджет 34 миллиона рублей.
Полиция нашла подростка, напавшего на почтальона в Октябрьском. 16-летний горожанин напал на почтальона в подъезде своего дома 23 июля. Он избил 34-летнюю женщину и отнял сумку с полумиллионом рублей пенсионных выплат. После нападения он сжег свою олимпийку и похищенную сумку, но спустя несколько часов был задержан сотрудниками полиции. Деньги были найдены. В отношении подростка возбуждено дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья в крупном размере». Уфимка Аделина Загидуллина в составе женской сборной России по фехтованию на рапире стала золотой медалисткой летних Олимпийских игр в Токио. Спортсменки боролись за первое место с командой Франции, а в полуфинале одержали победу над американками. 1 августа в борьбу за медали вступит мужская сборная России по фехтованию на рапирах, в состав которой вошел еще один воспитанник Уфимской спортивной школы Олимпийского резерва по фехтованию, олимпийский чемпион Тимур Сафин. В завершении выпуска о погоде. Уфе сейчас плюс 18, временами дождь, днем до плюс 26, переменная облачность и дожди. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Лена Черкова, Денис Ганеев, Никита Полянин, Вера Кузнецова нам пишет: Лен, Денис, вы что устроили посиделки? Учитесь у веника, с вами скучно. Да? Ну Кайф. ладно. Ладно. А веник прям это феерический, да? Ну, будем учиться. Так, что, мы объявили голосование до перерыва на новости и спрашивали у вас по поводу партии «Новые люди». Верите ли вы в эту партию и готовы ли за нее проголосовать, может быть, на ближайших выборах? 262-72-47, да, верю, в принципе, готов поддержать. Люди там еще не запятнаны какими-то такими не очень приятными историями. В целом вызывает доверие. 262-72-47, 262-72-48. Доверие совершенно не вызывает. Абсолютно очевидно, что это все спойлеры, и они никуда не пройдут, а если и пройдут, то толку от них не будет никакого. Останавливаем голосование? Ну, давайте. Давайте. Что у нас там, Никит? Что там? 66% да, за второй вариант голосуют. Ну, в целом все очень даже предсказуемо и понятно. Что, меняем тему? Меняем тему, дорогие друзья. Прямо сейчас мы традиционно в пятничных выпусках ищем какие-то, в общем-то, темы, которые нас предрасположат к выходным. А выходные — это что? Романтика. Это поэзия, это любовь. И мы сейчас постараемся дозвониться до тележурналиста, члена Союза журналистов Российской Федерации, поэта, лауреата и призера всероссийских и республиканских литературных конкурсов, до Ильи Боровского мы сейчас постараемся дозвониться. А я, пока мы дозваниваемся до Ильи, напомню, что в прошлом, по-моему, году Илья у нас уже был в эфире и читал стихи. Мне кажется, это был один из наших лучших эфиров. На связи у нас Илья. Илья, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Илья. Но мы рады вас приветствовать этим утром. Как, кстати, поэты начинают свой день обычно? Я думаю, как большинство простых смертных, наверное, с чашки кофе, со взгляда в окно, что изменилось за окном. И что там у вас? Что у вас там за окном изменилось, Илья? Вы знаете, постоянно что-то меняется. Вот недавно за окном я видел прекрасный город Ярославль вместе с литературным фестивалем. Давайте, расскажите нам об этой поездке. Да, буквально неделю назад вернулся из Ярославля. Там проходил всероссийский литературный семинар, который называется «На Волге», да, что вполне соответствует расположению этого города. В общем, достаточно большой форум, на который съехались молодые поэты, это очень талантливые, с различных регионов, и где происходил, собственно, обмен опытом, чтение произведений, общение с главными редакторами ведущих литературных изданий России. В общем, в наше время, такое ковидное, где практически все встречи перенесены вот в такой формат, общение — это очень важно, тем более творческих людей. Ну, а вот вообще в целом ваши ощущения по итогам этого семинара, как вообще с поэзией дела обстоят? Потому что меня, например, эта ситуация удивляет, что поэзия — это сейчас жанр, который отправлен на задворки вообще искусства. Ну,
посетив этот семинар, я скажу, что вот не соглашусь с этим утверждением. Безусловно, у всех видов искусств, и будь то живопись, музыка, поэзия, существуют там свои спады, подъемы. Я думаю, сейчас как раз мы находимся в прекрасную пору нового витка подъема поэзии. Это я могу судить и по количеству, опять же, таких семинаров очень полезных для авторов, затем по количеству концертов с участием поэтических вставок. И людей стало больше приходить действительно на выступления, интересоваться поэзией, публиковаться. Поэтому, я думаю, хоронить поэзию, как обычно, рано, и у нее... А не спешите нас хоронить, как да, все верно. Илья, с чем вы этот подъем связываете? Может быть, что-то происходило за вот последние годы? Почему вновь интерес проснулся? Я думаю, это связано, как ни странно, еще и с экономической ситуацией в стране. То есть? Вы будете, конечно, смеяться. Но когда люди были заняты зарабатыванием денег, когда были заняты какими-то бытовыми вопросами, конечно, всем было не до искусства, не до культуры, не до поэзии. Сейчас, когда люди более-менее как себе на хлеб заработать могут, они могут себя чувствовать спокойно, и большая часть людей может позволить себе писать стихи на досуге, а не зарабатывать и на 3 работах работать. Ну да, то есть о духовной пище теперь подумать можно. Да, конечно. Прикольно. А вы в каком качестве были в Ярославле на этом семинаре? Ну, я был в качестве участника, в качестве гостя. На самом деле, я посещаю регулярно очень большое количество фестивалей интересных. В прошлом году был на фестивале Башмета в Сочи. Довелось выступить там в Зимнем театре. И могу сказать то, что каждый раз полезный багаж привожу, и это сильно влияет и на мое развитие как автора, и в целом на культуру. Слушайте, Илья, хотела вот что у вас узнать, насколько в Уфе это распространено, есть ли здесь какие-то, я не знаю, поэтические вечера, поэтические кружки, вот чтобы люди могли прийти, знаете, вот как что-то такое вот из прошлого, да, такой как Маяковский, залезть на стол. Да, вот полутемный зал. Потом прибегают люди, разгоняют всю эту историю. И люди читают стихи, и можно прийти там посидеть, посмотреть. Есть такое что-то у нас? Безусловно, если опять же говорить о прошлых годах и, например, сравнивать этот год, большое количество появилось и концертов, и выступлений, и вечеров. Если вариться в этом процессе, узнавать, то, конечно, можно найти интересные литературные вечера и концерты. Но я могу сказать, что здесь проблема какая возникает-то. Нам-то хорошо, да, мы живем в большом городе-миллионнике, где все-таки есть выбор, куда сходить, как провести время. Гораздо печальнее ситуация в малых городах, и в нашей республике, и в других городах. То, что у них практически нет никаких лит-объединений, им некуда податься. Вот пишешь ты, варишься в своей, условно говоря, каше, выкладываешь там в интернет, общаешься в интернете, но никакой интернет не заменит живого общения, живых встреч, будь ты там Борис Рыжий или Давид Самойлов. Кто это? Это поэты. Деревня. Вот я как раз-таки предвосхищаю свой вопрос, да, вспоминая и в голове пытаясь сложить, вот человек, который там в интернете, я много слежу за информацией, всевозможной. Вот Соломонова, или как Соломонова она, да, у меня возникает в голове, слышал что-то пару раз про Астахову, и все. Гарики, вот эти пирожки, которые, да? Я думаю, Вера Полоскова на слуху также. Вера Полоскова. Я слышал это имя, но я не читал ничего. И, может, кто-то будет смеяться, кто там особо внутри. Да, это как врачи, вот они... Мы все знаем про диспансеризацию. Люди, никто об этом не знает. Вот меня это, например, беспокоит. Я бы хотел почитать классную поэзию. Я до сих пор, например, Асадова перечитываю, да, у меня есть там томик Асадова, и я вот в плохом настроении все читаю. И как сделать так, чтобы поэзия вернулась? Того же Моргенштерна, у которого с поэзией, я прошу прощения, да, знает каждый там ребятенок 10 лет. А вот что бы сделать необходимо нам, чтобы узнали о поэтах каких-то достойных, и есть ли вообще кого почитать? Безусловно, в наше время
есть немало авторов, которых можно почитать. Дайте 5 фамилий навскидку. Ну, Боровский, понятно, раз. Но опять же, мы говорим о молодых поэтах, либо там... Неважно. Вот о современниках мы говорим. О современниках. Ну, Дмитрий Быков, наверное, тоже у всех на слуху. Тоже на любителя, но чем не современный поэт, известный. Елена Исаева, тоже замечательный поэт, сценарист. Опять же, перечисленная Хастахова, Полоскова. То есть, если бы я сел бы, задумался, написал бы и не 5, и не 10, и больше. Вот сейчас сходу. Ну вот 5, в принципе, у нас и получилось. То есть, как минимум, уже там есть какие-то фамилии, которые можно загуглить и найти, наверное, их произведения. Ну, а по поводу, допустим, таких культовых в наше время фигур, как Моргенштерн, условно говоря, там, Фейс и так далее, да, если говорить о наших земляках, то здесь же цепляет даже не музыка, не то, что пишет автор, а его образ. Богатый, знаменитый, успешный, и, конечно, молодежь на этот образ цепляется больше, чем на поэт, да? Ну, не знаю, Моргенштерн, соглашусь, а Фейс, богатство, знаменитости там, но он этим не кичится, насколько я знаю. Мне кажется, у Фейса все-таки достаточно текстовик, он, если там сравнивать. Почему мы снова ушли от поэзии к Моргенштерну? Почему везде Моргенштерн возникает? Потому что для меня это беспокоит, и я хочу, чтобы дети, мой сын, например, знал хотя бы, не знаю, там, 10-15 произведений современных авторов. Слушай, это зависит же от тебя, а не от Моргенштерна. Согласен, но наедине с интернетом современные дети проводят гораздо больше времени, чем наедине с родителями, потому что, да ладно, рабочий день. Есть как минимум рабочий день, в который ты не можешь находиться рядом. Ты как дед старый брюзжишь. Илья, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то планы вот в ближайший, может быть, там месяц, ближайшие дни, недели организовать какой-то концерт в Уфе, куда наши слушатели могут прийти, куда мы с Денисом можем прийти? Денис возьмет сына, послушать стихи. Что-то такое планируется? Идеи-то какие-то всегда есть, какие-то есть задумки, переговоры, по этому поводу. Но сейчас ситуация, сами знаете, стабильная. Можно запланировать все, что угодно, вот как в прошлом году. К плану было громадье, а в итоге с гулькин нос-то все получилось. Поэтому, естественно, будем афишировать, будем делать анонсы, какие-то будут большие мероприятия. А где с удовольствием вас приглашаю. В интернете, в новостях уфимских, на порталах. Ни разу у нас в новостях не возникало сообщения о том, что вот поэтический фестиваль. Может быть, это Нет, например, тот же поэтический трамвай, то, что я делал, это прогремело даже в федеральных кстати, новостях. вот по этому поводу Илья у нас и был, да. Илья, можете ли вы нам что-нибудь из свежего прочесть? Свежее это не свежее, но что-нибудь прочесть. Ну, что-нибудь такое любимое. Да. Когда-нибудь на пенсии я буду жить в Валенсии, в Париже или Токио, пока не знаю сам. Останусь ли романтиком или стану мятым фантиком, отдавшись, как Пиноккио, на откуп чудесам. Ну что твердить о старости и жизненной усталости, когда живу без жалости к отпущенным годам. Звезду не жду особую, свою настроить пробую, бреду за ней чащобою по тоненьким следам. Мне только 30 с хвостиком, а в сердце дырка с гвоздиком. Я с ней бегу по мостикам к знакомым докторам. Вслепую дни и месяцы карабкаюсь по лестницам, и кровь в сосудах бесится, вскипевшая от ран. Глаза, наполнив яростью, борюсь с ущербной вялостью, людей больной реальностью пугаю тут и там. Так может, хоть на пенсии, в Париже или в Валенсии, мне в полном равновесии воздастся по трудам. Класс. Чего мы вам искренне и желаем. Здорово. Да, поэты, это, знаешь, такие люди часто до пенсии-то не доживают, но... Тут уж как карта ляжет. Давайте мы в клуб 27-307 не будем входить и будем жить долго и счастливо. Илья, спасибо вам огромное. Прекрасные стихи, прекрасное утро начинается с поэзии. Илья Боровский у нас был по телефону. Наш старый друг, поэт.
Но старый, в смысле, мне кажется, не возраст, что 30 с хвостиком для поэта это уже фигня. Мне, знаешь, 30 через неделю, я еще вообще 18 надолго. Слушай, ну вот классно, мы сейчас перейдем к еще одной теме, мы попросим вас звонить. Вообще не поэтической. Да, но хочется вот такое логическое какое-то завершение сделать этой беседы. Я за то, чтобы возвращалась поэзия. Я вспоминаю свое детство, и я всегда смеялся, вот эти, помнишь, выходили ведущие концертов, раскладывали так папочку, и половина ведения концертов было в стихах. Ну как это было все-таки прекрасно, вот сейчас это понимаешь? Сейчас, мне кажется, есть, нет? Честно тебе скажу, я не видел этого очень-очень давно. Ну, слушай, насчет возвращения поэзии, мне кажется, во-первых, она действительно никуда не уходила, а во-вторых, это все зависит только от нас. Не может один Илья или там какая-нибудь одна Вера Полоскова все это на себе тащить. Если есть интерес у людей, если есть как бы это чтение, давай честно, вот ты когда последний раз покупал том со стихами? Никогда. Ну вот, видишь, все. То есть там, что у тебя дома есть, если в библиотеке, это все осталось там еще... Но в то же время у меня есть, например, в Яндекс.Музыке подборка современных каких-то певцов. То есть это все говорит о том, что нет... Да это нормально, но это время, как бы, это естественные это давно очень время, процессы. мне 40 лет. 40 лет я уже. Не знаю, почему ты так рефлексируешь по этому поводу. Слушай, мне кажется, если очень хочется почитать стихи, можно просто взять и почитать стихи, а не рефлексировать по поводу того, что поэзия ушла из нашего общества. А если хочется в пятницу порефлексировать? Ну, все, меняем тему. Это давайте. возраст, в общем, дорогой. друзья, пишите стихи, читайте стихи, и пусть все у нас всех будет хорошо. Да, а мы отбивочку какую-нибудь поставим? Давайте. Когда вы уже заткнетесь, да? Я не могу отбивку включить. Друзья, у нас тут на самом деле серьезная тема возникла вот в последние пару дней. Связана она с электрическим транспортом. В Уфе троллейбусы и трамваи, писали наши коллеги, буквально вот с 1 августа могут перестать ходить из-за того, что ситуация в МОЭТ вот ужасно тяжелая, и она пока никак не налаживается. Я напомню, что МОЭТ признан должником, да, банкротом, там огромный долг, и конкурсный управляющий подвижной состав в отвратительном состоянии, там до 100% износа, и, в принципе, очень мало осталось транспорта на дорогах, на улицах. Вот, да, писали о том, что был подписан документ конкурсным управляющим о временном фактическом прекращении деятельности МОЭТ, но в администрации города, это вот медиакурсеть вчера написали очень довольно поздно вечером, сообщили, что никаких простоев трамваев, троллейбусов не будет, что, значит, администрация наводит порядок, и все будет хорошо, и вообще не верьте, будут трамваи, троллейбусы ходить. Но представим ситуацию, да, что мы не верим администрации, как такое возможно, Елена. И трамваи, троллейбусы действительно перестали ходить. Насколько на вас это повлияет? Насколько для вас это существенно изменит ваши планы, да, вашу ежедневную жизнь? 216 35 44, телефон прямого эфира. Вы можете нам позвонить, рассказать, в принципе, как вот у вас жизнь складывается. Вообще имеете вы отношение к этому транспорту? С трамваями, троллейбусами, вас, да, насколько часто вы ими пользуетесь, и вот если вдруг они перестанут ходить, что у вас изменится в жизни? 216 35 44, телефон прямого эфира. Можете нам позвонить и рассказать. У нас буквально еще 6 минут целых есть, чтобы с вами поговорить. 216 35 44. И +7 927 304 10 51 номер для ваших смс-сообщений в Телеграм. И вы можете нам, в общем-то, и написать, в том числе, и рассказать, как у вас связывает жизнь с трамваями, троллейбусами. В том числе по трансляции в Ютубе, там сейчас очень активная дискуссия идет, правда, по другим вопросам. Да, там обсуждают, что это мы неправильный эфир ведем, ну ладно. Ну что ж. Вот, честно сказать, я крайне редко, я, может быть, за 4 года жизни в Уфе один раз прокатился на трамвае, один раз. Получил неописуемое удовольствие, просто вот от самой поездки, но нужно сказать, что понятно, состояние там очень жалко, печальное, на самом деле. Но для ускорение передвижения по городу, это, конечно, вот глоток свежего воздуха. Понятно, что, например, к вам в Дему туда трамвай не ходит. Ты знаешь, я когда переехала в Уфу, я снимала квартиру на Спортивной, и работала, у меня офис тогда был возле автовокзала. И очень я удобно. по Зорге ездила на трамвае каждый день, и на работу, и с работы, и это было очень круто, на самом деле, потому что ни пробок, ничего, едешь, он такой какой-то... Трамваи, они какие-то такие вот уютные. Это как поэзия. Я вот, вот садишься в трамвай, хочется читать Блока.
Я не знаю, как это связано, ну вот какое-то такое вот. Очень жаль, что трамваи в таком состоянии находятся. А троллейбусы, ну, я вот в Уфе не езжу на троллейбусах, потому что, опять же, да, географически мне некуда на нем ездить. Но вот в Стерлитамаке, например, когда я жила всю свою сознательную жизнь, да, троллейбусы — это главный вид транспорта там, и я их тоже очень люблю, на самом деле. А в чем разница, кстати? Я вот на троллейбус тоже ни разу в жизни, ну, в смысле, я ни разу в жизни не катался, а понятно, что у трамвая своя выделена полоса, эти рельсы, ну, троллейбусы свои. Ну, это понятно, да, но там же все равно машины мешаются. Ну, да. Ну, я не знаю, ну, как-то тоже такое привычное, родное. 216-35-44, номер телефона наш. Можете позвонить в прямой эфир, рассказать о том, как на вас повлияет остановка движения трамваев, троллейбусов в Уфе, да, повлияет ли она в принципе на вас. И очень хочется, на самом деле, вот поговорить с людьми, которые ежедневно пользуются, ежедневно куда-то ездят на трамвае или на троллейбусе, передвигаются по городу. Но вот по отсутствию звонков можно понять, что вообще слушатель никак, не пользуется, да, трамваем? Я очень очень редко сейчас трамваями пользуюсь, но иногда, когда, например, из центра надо уехать, там, условно говоря... Нет, даже не на проспект, а в Зеленку. Я иногда прихожу вот сюда, на какая улица-то у нас там? Аксакова? По Аксакову же ходит трамвай. Да. Прихожу на Аксаково, сажусь и еду в Зеленку. То есть вот реально практически там через половину города, и мне так это нравится. Он такой какой-то неторопливый. А вот реально быстрее получается, чем, например, на такси? Да нет, на такси, естественно, быстрее, потому что ты как бы, раз и проехал, да, там по Салаватке. Но дороже в 3 раза, да? Ну, получается, естественно, дороже в 3 раза. Трамвай — единственная возможность добраться до работы из Инорса до Дмитрия Донского, пишет нам Рустем. А как вы теперь будете, Рустем, добираться, если трамвая не будет? Что теперь? На такси Дмитрий придется? Донского — это Черниковка? Я так полагаю, что да. Ну, согласен, очень удобно. Там на Донсков всегда пробки. 216-35-44. У нас есть еще немножечко времени, так что можете успеть позвонить и рассказать, как вы будете справляться, если трамвай вдруг остановится и перестанет ходить. Ну, хочется верить, на самом деле, что не остановится, конечно. Ну, вообще нужно же понимать, что в современном мире с вопросами экологии электротранспорт — это решение. Да, разумеется. Я был в Китае, там государственная программа, когда ты покупаешь автомобиль бензиновый, тебе сразу же за счет государства его переводят на электричество. Понятно, что в Китае, ну, например, в Южном Китае нет таких перепадов с температурами, и непонятно, электромобили ведут себя в наших условиях, да, что зимой он может сесть там за полчаса при минус 30. Но это же колоссальное сокращение там каких-то выбросов, наверняка. Ну вот проблема МОЭТ, на самом деле, сейчас еще и в том, что, то есть мы как бы говорим как пользователи, да, а есть еще проблема МОЭТ изнутри, с точки зрения как бы сотрудников, потому что вот я в начале июля писала текст по этому поводу. Конкурсный управляющий в суде просил поменять приоритет выплат, то есть вот погашать не в первую очередь там долги по налогам, да, перед ФНС и там всякими вот этими выплатами, а в первую очередь все деньги, которые поступают, погашать направлять на погашение зарплат сотрудникам, потому что сотрудники там есть, да, то есть им надо платить деньги, кондукторы, водители, там, техники, инженеры, всякое такое. И суд, раньше разрешавший это делать, сейчас запретил это делать. И сказал, нет, гасите долги. А долгов там достаточно много у них. Я пытаюсь сумму найти. 397,5 миллионов рублей общий размер задолженности. Вот из них 296 миллионов это как раз по страховым взносам и 64 миллиона по налогам долгов. Вот. И арбитражный суд сказал, нет, гасите налоги, потом долги, зарплата. да, а потом уже по зарплатам. И мы, когда с Данилом Рыбалко разговаривали, с конкурсным управляющим, он говорил, что это все, скорее всего, потому что изменилась вот эта экономическая сейчас ситуация в стране, и нужны деньги. К сожалению, у нас ни одного звонка не было, друзья, очень жаль, хотелось с вами поговорить, но ладно, видимо, история с трамваями. Хорошей пятницы, всем прокатиться на трамвае в эти выходные. Пока. Пока. Мягкой посадки вашим батарейкам.